На заседании правительства республики обсудили программу этнолагеря, который начнет функционировать для делегаций из Турции и Сирии. 14 человек ежедневно будут посещать музеи и исторические достопримечательности Северной Осетии. Для них проведут мастер-классы. Девушки научатся печь традиционные пироги и плести косынку, а юноши освоят резьбу по дереву и стрельбу из лука. Турецкая делегация выступила с инициативой организовать ежегодный летний лагерь для детей, проживающих в Турции. Рустем Келексаев пообещал это предложение тщательно рассмотреть. Мах Турции растам, ама мах традиции югославии, мах перопатта, ама уйтахан этнолагер мах тахетинг штыр куттак шкотта, ама мах тинг галзакштам, сыиш мах нертак бамбарзштам, ам мах традиции тахай. Более 15 тысяч детей в Северной Осетии стоят в очереди в детские сады. Потребность в получении дошкольного образования обеспечивается лишь наполовину. Об этом на заседании Совета по образованию при главе республики сообщил временно исполняющий обязанности министра образования и науки Алан Огоев. Для решения проблемы на региональном уровне была разработана дорожная карта, благодаря чему за 4 года удалось создать более 9 тысяч дополнительных мест. Но в Моздокском, правобережном, пригородном районах, а также во Владикавказе вопрос по-прежнему стоит остро. Устранить дефицит мест можно несколькими способами, считает министр. Во-первых, приспособить под дошкольные учреждения свободные площади школ, а также здания, приобретенные на вторичном рынке. Во-вторых, предоставить субсидии малому и среднему бизнесу на создание детсадов. В-третьих, расширить возможности уже функционирующих государственных и частных учреждений дошкольного образования. При этом мобилизовать свои ресурсы должны прежде всего муниципалитеты. Конечно же, муниципалитеты предпринимают достаточно большое усилие для решения этих вопросов, но мы бы хотели, чтобы как можно больше вовлекался в этот процесс частный сектор, не государственные детские сады, которые могут дать новый импульс как качество образования, альтернативных дополнительных услуг. И, конечно же, мы говорим о том, что им необходима поддержка со стороны республиканского бюджета в виде субсидии как минимум на выплату заработной платы. 4-месячного медвежонка спасли из рук браконьеров специалисты из природоохранного комитета. Вместе с оперативниками они отреагировали на анонимный звонок и нанесли визит жителю города Беслана. Дикий зверь находился в металлической клетке. В этом же доме была обнаружена свежевыделанная медвежья шкура. Возможно, вместе с детенышем браконьеры содержали и его мать. Сейчас маленький Михась, так прозвали медвежонка зоологи, находится в республиканском зоопарке. Он отрицает, что я не стрелял, я не убивал. Я у кого-то взял, короче говоря, шкуру там, медвежонка там, чуть ли не спас медвежонка, короче говоря. Опять же, если там не будет уголовного дела, то уже будет статья административная, мы будем составлять протокол, и, значит, там штраф от 500 рублей до 4000.